Испытано на себе. Друзья, мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сегодня у нас будет выпуск посвящен очень интересной теме, очень творческой. И я думаю, что прежде чем представить нашего героя, я думаю, мало кто в республике не слышал о нем. Но так вот, если навскидку сказать, это всем известный звездолет Мандалорца из саги о Звездных войнах. Также, я думаю, те, кто посещал Урасамол, видел такую большую куклу из сериала «Игра кальмаров». Ну, давайте уже представлю. Это Аял, Just Аял, он больше известен так. А так, Аял Федоров, приветствую. Здравствуйте. Ну, Аял, расскажи, вот я, допустим, знаю, как, допустим, назвать твою деятельность. Ты, наверное, и скульптор, и художник, и косплеер. Вот, а как ты себя позиционируешь? Ну, я начинал как косплеер, наверное, потому что вот в детстве посмотрел фильм и начал себе делать костюм. Это называется косплеер. Но тогда у нас названий таких не было, были типа маскарадные костюмы назывались. Вот. Позиция сначала была косплеер, сейчас у нас методика изготовления разных арт-объектов, костюмов лучше стала, поэтому я, наверное, вот тяжело типа назвать каким-то именно названием. Ну, то есть нет такого определенного? Да. Ну, действительно, вот мы сейчас находимся, я так понимаю, это начало всех работ, да, то есть вот здесь есть наброски, да, которые просто нарисованы, это твоей рукой, да, нарисовано? Да. Вот, и сейчас проходит выставка, где уже они представлены, ну, в настоящем виде, да, в полном, готовом. Я вот по старому методу люблю рисовать руками. Очень сложно типа рисовать на планшете. Поэтому я даю задание, допустим, рисую на бумажке и даю ребятам, чтобы они сделали визуализацию. Очень удобно, и мы сразу понимаем, типа, сколько материалов идет на арт-объект, сколько там примерно краски уйдет по масштабам. И можно это сделать на этот квадратный метр. Допустим, в краске написано, сколько квадратных метров используется в этом баллончике, да? И можем понять, типа, до точности, сколько мы это будем использовать. Ну, нужно все равно покупать с плюс. Ну, то есть изначально у тебя так же, как и раньше, ты начинаешь все с листочка, но сейчас уже у вас, я так понимаю, очень такая, оснащенная студия, да? То есть это и 3D-печать, и ЧПУ станки. А вот помнишь ли ты тот переломный момент, может быть, когда просто с увлечения это уже стало твоим образом жизни? Да, конечно. Сначала было это как хобби, я к этому не передавал большого значения, но любил это делать всегда, получается. И в свободное время сразу заниматься творчеством. И понял это после, как закончил учебу, то, что я должен делать, это постоянно. Ну, здорово. Друзья, ну а сегодня, я думаю, вы увидите мастерскую Аяла, да, где все это создается. И в целом мы еще в процессе нашей деятельности, да, сегодняшнего эфира попробуем узнать еще интересные факты и, может быть, даже какие-то лайфхаки. Давайте начнем и узнаем, как же работает этот цех. Испытано на себе. Ну, друзья, как уже сказал Аял, здесь есть цех по 3D-печати. Давайте познакомимся. Иван Колескин, мастер по 3D-печати. Иван, приветствую тебя. Здравствуйте. Ну, в целом, я думаю, что наши зрители знают, что такое 3D-печать, но, тем не менее, вот у тебя в руках я вижу голова, которая напечатана на 3D-принтере. И это кажется, Элвис Пресли, правильно? Да, это Элвис Пресли. Получается, у нас есть мастер, который изготавливает саму голову. Получается, он в 3D сделал с помощью скульптинга голову Элвиса Пресли по фотографиям. И, получается, воссоздал его в 3D. Вот так вот все это выглядит. То есть из обычных изображений он смог смоделировать это в объеме? Да, это как скульптинг из пластилина, получается, создаем.
То есть после перевода в 3D с помощью художника, получается, Да. уже какая-то подготовка еще нужна для того, чтобы печатать на 3D принтере или нет? Ну, вот получается, вот у нас Elvis Presley, как пример, он разрезан на две части. Это нужно для того, чтобы полностью голова уместилась под размеры принтера, получается. Ну, у нас есть какие-то ограничения по высоте, по ширине. И получается, вот я беру, например, и разделяю просто голову. Это подготовка получается. Это самый простой вариант разделения. Бывают, конечно, трудные модельки. Это вот, например, там дроиды всякие разные. У них деталей очень много. Там уже, конечно, труднее. Испытано на себе. Ну, сейчас, как вы видите, я уже сижу на месте Ивана, да, но Иван рядом со мной, потому что он будет мне рассказывать. И сейчас наша задача сделать практически то же самое, да, то есть голова Элвиса, но тем не менее мне нужно сделать манипуляции. Но я вот вижу, что, допустим, тут же есть пустоты, да, а как она, допустим, 3D принтер, когда печатает, она будет стоять на столе там? Вот, покажу. Получается, вот то, что красное видно, это будут поддержки. Получается, принтер печатает снизу вверх, и в тех местах, где будет нависание, мы задаем, допустим, угол нависания 45 градусов. Задаем этот угол, и на этих местах будут поддержки пропечатываться. Это все автоматически делается, Да, все автоматически. Сам задаешь на глаз, как тебе удобно будет. То есть, если так объяснить, например, да, то вот то, что здесь вот такие вот части, это были поддержки, да? Вот Да, этого? это были поддержки. Притом они уходят. Убираются. Убираются. Иван, скажи, а вот, например, печать на 3D принтере это не так просто, да, там, как на обычном принтере, распечатал бумагу и все. Это такой длительный процесс. Нужно ли еще мастеру следить за чем-то, за какими-то параметрами? Ну, самое трудное в 3D принтерах это именно первоначальная настройка. Нужно будет тебе, как сказать, каждый принтер, он уникальный получается. У него свои настройки, всегда есть какая-то вот маленькая погрешность. И нужно будет под каждый принтер свои настройки задавать. Настроек очень много. Допустим, величина отката. Это вот чтобы, когда вот принтер печатает, насколько нужно ему обратно пластик взять в себя, когда вот он проходит через пустоту, где печать не нужна, чтобы не было, допустим, этого помарок, всяких ниток, чтобы не появлялись. Чтобы моделька грязная не была при печати. Готовая модель. Дальше просто сохраняем. Все, файл сохранен, он на флешке. Он сохраняет на флешку в виде G-кода. Получается просто координаты. И мы должны эту флешку уже отнести в принтер. Берем флешку, дальше вставляем в разъем. Может, я нажму на красную кнопку? Так, сюда раз, да? Потом вниз. И еще раз. И начнет, да? Да, нажимаешь еще раз и подтверждаешь. Еще раз нажимаем кнопочку. И началась работа, да? Да, все. Вот, принтер начинает нагреваться. Сначала он нагревает стол. Он до 60 градусов. Это чтобы адгезия была хорошая. Адгезия – это прилипаемость к столу, чтобы моделька крепко держалась. И дальше уже идет нагрев самого сопла, хот-энда. Он нагревается до 215 градусов. Это температура плавления пластика. И вот этот сам материал пластика, он подается через сопло, да, нагретое, и уже идет печать. Это так интересно. Ну, сейчас мы оставим 3D принтер и в завершении нашей передачи посмотрим, что у нас получилось. Иван, тебе большое спасибо. Но мы оставляем уже под твоим чутким присмотром. А далее мы также продолжаем вас знакомить с мастерской Just Ayala. Испытано на себе. Вот это у нас
Это мерчевая бейсболка, нужно это одеть. Надеть, да? Ага. Для этого. Это типа это, первый наш мерч, Да? мерчевая бейсболка. Ну вот это такая старая, цеховская бейсболка. Все, ты теперь в команде. Команда Just Да, Royale. да. Вот, мы получили детальку, да, напечатанную. Ага. Чтобы она получилась вот такая вот, нужно его шлифануть и обработать полностью. Это у нас голова Ниргунботера. Ага. Вот стоит тело. Тело, кстати, мы не печатали, а резали своими руками, ну, вырезали. Скульптурная работа. Этот арт-объект у нас стоял в Москве на ВДНХ, где проходил ОВНКО Якутии. Помнишь, да? Выставка. Выставка, ага. Там всероссийская выставка была. И вот наши ребята участвовали, мы сделали вот такой вот арт-объект большой. И тут, получается, голова двигается и издает звуки. Супер. И это его шлем. Тоже напечатанная. То, что вы делали вот до этого. Но она уже шлифованная и покрашена. То есть это уже готовый. Готовый, ага. вариант. Все, присаживайся. Так, я уже. Так, берем Элвиса. Да. Вот такой простой пример. Ага. Это называется наждачная бумага. Да. Ну, тут нету никакого этого прям. То есть нужно удалить Да, шероховатость. удалить вот такие вот. Это объяснили, да, тебе, что это такое? Да, это поддержка. Поддержка, чтобы. Чтобы во время печати модель не упала. И это нужно все шлифануть. Делается это простым методом. Нужно просто протирать, Так, пока она не исчезнет. прекратиться надо. Ну, чувствуется, что сам материал по себе, да, он такой достаточно износостойкий, да? Да. Пластик. Как это? АБС пластик, да? Нет, ПЛА пластик. А? ПЛА. ПЛА пластик. Брови вы ему не стереть, да? Да, но учитывая то, что вот эта наждачка достаточно грубая, да, и то усилие, которое требуется для того, чтобы убрать, вот этот еще раз подтверждаю, что вот крепкий пластик. Да. И достаточно работы много, чтобы его прям до идеала довести. Поэтому арт-объекты требуют очень много работы. Да, туда перейти? Сюда. Так. Так, это у нас бурмашинка. Тут у нас, если детали такие сложные, да, допустим, уши, убираем уже бурмашинкой. Да. Насадки меняются в зависимости от сложности арт-объекта и скорость регулируется тоже. Тут получается нужно держать его крепче, чтобы не слетало. Да. Самое сложное это убрать стыки. Видите, вот когда клеится две детали, да, то образуются вот такие вот стыки. Они не всегда совпадают ровно, потому что пластик при нагревании меняет форму. Хотя это одна и та же деталь, да? И нужно убрать вот эти стыки. Можете попробовать вот этот стык убрать. Да, стык. Так, Да. Так, держу правильно, да? Да, держите, как там. Если что неправильно делаю, то мне говори сразу. Хорошо. Но это все равно тестовая модель, так что нормально. Тренировочная. Да. Так, вроде Да, ушел, да? вроде хватит, да.
Ну вот, как понял, то, что вот самое главное, что Да, теперь ступеньки нет. да, стыка уже нету Ага. и выглядит неплохо. Давайте сейчас посмотрим, вот здесь я убрал стык на ухе, может быть, с той стороны. Ну, примерно такой был. Вот эта ступенька. Все, я убрал. Мы переходим сейчас, где мы укрепляем наши арт-объекты стеклотканью. А, то есть вы работаете еще и со стеклотканью. Это что-то схожее с карбоном, да? Да, ну, Или папье-маше, да? эпоксидная смола называется, Ага. полиэфирная смола еще. Ага. Мы манекен укрепляем, чтобы она не сломалась. Да. К примеру, можно показать, насколько она крепкая. И то, что я говорил, при морозе она не трескается и не ломается, мы это тоже покажем. Так, Григорий, принеси молоток, пожалуйста. Молоток? Молоток. Так, сейчас что-то будет интересное. Так, оденьте перчатки. Мастер Николай покажет вам, как работать со стеклотканью. Ну вот, это называется стеклоткань, да? Мы укрепляем арт-объект, чтобы она была крепкая. И при морозе и в жаре не трескалась и не ломалась. Ну, можно попробовать. Ничего себе. Да, она очень крепкая прям. И тем более тут нанесен только один слой. А в целом, допустим, для скульптуры сколько слоев нужно? Тут в зависимости от этого, допустим, если это как человек, то один слой достаточно. А если это большой арт-объект, да, допустим, динозавр, то, что мы делали, там нужно вот где нижняя часть, где-то 2 либо 3 слоя делать. Нижняя часть, она самая такая поврежденное место, где люди трогают, поднимают. А верхняя часть, она стоит сама по себе, поэтому никто его не трогает, и она так сама по себе такая твердая. Кукла из сериала «Игра кальмара», она именно тоже сделана из стеклоткани Нет, была? это Там другой материал. технология, тоже покажем. Так, это, собственно, смола, а это отвердитель, чтобы смола затвердела. Да, друзья, мы сейчас познакомимся с Николаем, он мастер цеха, и он под его присмотром я попробую нанести стеклоткань. Так, у нас там мало, немножко отвердителя и размешиваете. Хорошо размешиваю, да? Ага. После того, как в смолу попадает затвердитель, там несколько минут, да, есть? Ну да, минут 15 И максимум. Так, кисточку уже дал? так, Так, и, собственно, это куда-нибудь положить? Лучше на пол, да? и вот укрепляем, видите, тонкая нога и укрепляем. Так, сейчас Так, кисточку вот дал. сейчас отложим в сторонку. И, собственно, начинаете. Макаю и Ага. снизу, не снизу, просто без по ней разницы. сверху, да? Да. Сначала можно сам арт-объект намазать чуть-чуть. Да, ну, собственно, место, куда хотите. Так, это. вот здесь, да? Давайте укрепим вот эту часть. Полностью промазать, да, ее? Да. А так принцип это, ну, я правильно понимаю, что как папье-маше, да? То есть мы в детстве там, допустим, делали. Вот, теперь, собственно, ставите и, придерживая, начинаете приятывать. Вот тут смолы не надо жалеть прям. Прям побольше, да? Чтобы Да. пропиталось. То, что капает, туда ничего, да? Да, вот просто для этого специально у нас бумажка. Самое главное, чтобы воздух туда не попал. А, да? Все пузыри вот надо разглаживать. Кисточкой это получается, да? Ага. И вот эта стеклоткань, она в готовом виде такая, да? То есть ее просто, вот, как я видел, сейчас нарезаете Да? и потом Ага. так накладываешь. А форма внизу, она чем обеспечивается? Допустим, Это пенопласт? пенопластом, да? Мгм. Пенопластовая А форма. он потом убирается или там остается? Нет, там остается. А,
Это как основа. Это, в общем, панцирь сверху пенопластовой фигуры. Мы, допустим, в 3D-модельке еще делаем... Вот видно вот на этом, на робокопе, видите? А, Там, где покажи сейчас у вас вот. будет 3D, вот лицо снимите, собственно. Вот тут видите, вот пузырь, где? вот светлое пятно. А, светлое это пузыри, Да. да? И надо выдавливать. Ага. Ой. Так, а если так Ну, делать ткань, и- ничего страшного, да? Да, это мы потом шлифуем болгаркой. Мгм. Главное, чтобы прям немного торчало. Собственно, вот тут просто тонкая нога, надо будет 2-3 слоя наложить, чтобы она держала. Ага, то есть это как бы основа, на которой будет Да, стоять. да. Я думаю, достаточно. Все, да? Да, супер. Ага. Так, и немножко можно разгладить, да? Видите, вот, стеклоткань полностью тут. Приняла Да, форму. да. Да, да, да. И становится... Слушай, супер. И потом твердеет. Ну это, и сколько сохнет? Вот, допустим, один Ну, слой сделал. В зависимости от того, сколько этого, ну, минут 30-40, чтобы он хорошо стал. Угу. Так, это сюда давайте положим. Да, ну это огромный объем работы, допустим, чтобы, Да. например, такую скульптуру сделать. Это вот такими кусочками. Нет, просто кусочки обычно чуть больше. А, побольше. Да. Испытано на себе. Друзья, но мы продолжаем экскурсию по мастерской Джаз Стояла. Наверное, возможно, у многих возникает вопрос, почему так, ну, так вот как бы галопом по Европам. Дело в том, что, конечно, в рамках нашей передачи невозможно рассказать абсолютно все в полном объеме, потому что, как видите, творческая мастерская – это совокупность огромного количества процессов. Вот, и поэтому, чтобы вас немножко познакомить с каждым из них, сейчас мы перейдем к покраске. Да. Правильно понимаю? Так, снова наш Элвис у нас в руках. Допустим, моделька готова, да? Она идеально зашлифована и как там шпатлевана, просто полностью этот готовый макет. Мы сначала его грунтуем. Грунтовка обычно бывает либо в баллончиках, да? Либо как там краскопультом мы красим. Большие объекты краскопультом, а мелкие можно и баллончиком. Потому что зачем полностью этот. Так, открываем, нужно перемешать его. Так. Так, в начале 90-х, в конце 90-х у нас было движение, мощное хип-хоп движение, и там ребята были просто граффити, которые делали. Я помню эти звуки. Так, долго надо еще? Да, достаточно. Так, вот, как перемешали, сразу не надо его распылять, потому что есть внутри типа остаточные такие вот пузырьки. Ага. Нужно сначала попробовать на стенке. Делаем пару движений, да. Убеждаемся, то, что распыляет хорошо, потому что если сразу начать красить, то мы можем испортить арт-объект. Обычно бывают такие пупырышки, и она либо плюется, нужно это проверить. Типа, Это после перемешивания так Да, происходит? перемешивание. Да. Ага. Так, и мне сейчас надо полностью лицо загрунтовать, то есть всю, ну, Да, вот переднюю часть попробуйте. Смотрите, прежде чем начать, нужно почувствовать где-то 20 сантиметров от арт-объекта, и одним слоем нужно пройтись вот так. Не надо в одну точку распылять. Я понял. Так, сейчас тестовать. 15-20. Вот так, да? Да. Ага, все. Нормально. Так, а он же такой. Так тогда надо делать, да? Или... Да, да, совершенно верно. Так. Ты переборщил, да? Или... Не, нормально. Так. Волосы? Да. Или... Лицевая Хватит. часть у нас почти готова, да? Все, нам нужно подождать где-то минут 15, чтобы первый слой высохнуть.
И грунтовка нужна для чего? Для того, чтобы краска алкидная либо акриловая, она цеплялась хорошо. Ага. Без этого, получается, краска просто отвалится со временем, либо же чуть-чуть там потрогаешь, она будет как там? Хорошо не пристанет к объекту. Не будет цепляться к объекту. И грунтовка специально для этого и нужна. И очень много разных красок есть. Давайте посмотрим тут. Так, давайте закроем. Тут у нас бардак творческий. Творческий беспорядок. Есть алкидная краска. Это такая более твердая и глянцевая краска. Обычно это используют для автомобильных, и она очень долго держится, и плюс таким вот воздействием ничего не случится. Есть акриловая краска. Акриловую краску мы используем обычно для таких вот маленьких арт-объектов. Это бывает либо кисточкой красим, либо же тоже баллончиком. Есть акриловая краска, которую мы используем аэрографом. Да. Аэрографом обычно мы красим лица, чтобы оно более точное и более такой по-настоящему выглядело. И краски бывают разные, но мы не используем никогда масляную краску, это только для художественных целей. Да. А так вот самое распространенное это акрил, алкидная, вот две краски. Понял. То есть в целом после того, как нанесен грунт, дальше уже все остальные работы. Тоже, наверное, послойно, да, идет? Да, допустим, послойно. Цвет лица. Да, сначала глаза. базовый цвет идет, потом уже детализированный цвет. Да, этому тоже нужно время. Нанесли, подождали, потом нанесли, тоже подождали. Обычно бывает, алкидная краска, она сохнет очень долго там. Получается где-то часов 12 где-то. Акриловая более быстро сохнет. Но можно еще это ускорить нагревом. Мы обычно алкид нагреваем феном, чтобы она быстрее сохла. У него есть такие свойства, допустим, минут 40 продержать в какой-то температуре, плюс 50, да, то она сохнет через минут 30-40, уже просто полностью. И можно это использовать, допустим, в быстрых работах. Сделали арт-объект, покрасили и феном прошлись, минут 30. И она уже полностью высохла. А акриловым таким методом уже не пойдет. Она будет температура на такой не выдерживает. Она должна постепенно в обычной температуре высохнуть. Да. Ясно. Интересно. Так, друзья, это еще не все. Далее нас ждет швейный цех. Да, швейный цех. Последний. Испытано на себе. Да, друзья, давайте познакомимся. Настя Егорова, дизайнер. И сейчас, я так понимаю, что у нас такой, для меня, мне кажется, самый сложный будет процесс – это шитье. Ага. Моя задача – это создать костюмы для арт-объектов, для вот этих ростовых, в смысле кукол, фигур, и сделать так, чтобы они были идентичными персонажу. Для этого мы изучаем костюм, а потом начинается подбор материала, потому что они не всегда, персонажи в основном из аниме, и мы из мультяшных образов должны сделать вот такие. И поэтому мы используем разные техники, но самое сложное в этом – это создание эскиза, подбор техники, воплощение вот этой идеи. Я вижу здесь на стене большое количество аниме-персонажей. Настя, скажите, это ваши работы, да? Да, это персонажи, которые стоят сейчас на выставке. Есть некоторые заказы, которые люди заказывали, организации заказывали, но в основном тут вся проделанная работа, которая сейчас выставляется на выставке. Допустим, с таким принтом материала здесь днем с огнем не слышишь. Мы это рисовали. И у всех в них нестандартные фигуры, они же мультяшные персонажи. Нестандартные фигуры, они стоят, допустим, вот так. Кто-то сидит, кто-то лежит, да, допустим. И поэтому под это все равно каждый персонаж имеет свои какие-то формы, которые нужно учитывать. Здесь вот мой помощник. Ребята мне сделали манекен
Ага. И большинство вот этих персонажей именно пошли по параметрам вот этого стандартного человека. То есть это получается стандартный аниме-человек. Да, правильно? стандартный персонаж, который вот сейчас на выставке. Его зовут Адам. Да. Супер. Он немножко пострадал в ходе вот моих манипуляций, но он здорово помог. Вот. Благодаря ему появилась выставка, можно сказать. Здорово. Костюмы сели как влитые. Ага. Круто, круто. Ну, конечно, есть персонажи, которые отличаются по стандартам от этого человека, но это уже по готовности фигур делали. А это костюмы на такие вот эти я уже заранее делала, когда они скульпторы, художники заканчивали вот эти, я уже их просто одевала. Ну, раз вы пришли, интересуетесь, вы можете мне помочь выкроить вот этот элемент. Только повнимательнее, тут очень просто. Просто с припуском надо резать. Так, ну я говорил, что это будет очень сложно. Я, Настя, вам предлагаю встать с этой стороны. Так, потому что, чтобы контролировать мои движения. Так, правой рукой, правильно, да? Это очень ответственно. Ничего, что сюда Ничего, падает? ничего страшного. Так, и 2 слоя, я надеюсь, они... Нормально. Так, поехали. Это где-то сантиметр, да, припуск? Часть, правильно этой частью ножниц или Правильно, поближе? правильно. Правильно, да? Ага. Понимаете, друзья, почему я волнуюсь? Потому что до этого мы делали все, что, ну, голова Элвис это был такой брак, ну, бракованная фигурка. Там эпоксидную часть можно, если что, поправить, а вот здесь. Но я думаю, достаточно. Настя, вам большое спасибо. Вроде нормально, да, получилось? Очень даже классно. Ух, хорошо. А в целом вот этот припуск всегда делается для того, чтобы шов по нему шить. Да. У меня рисунок должен именно выйти по этому размеру, а вот это я должна сгибать вот так, чтобы края, чистый край, красивый край сделать. Хорошо, ну желаю вам творческих успехов и успехов в работе. Спасибо большое. Вам того же. Испытано на себе. Друзья, ну а сейчас, соответственно, из мастерской мы перебрались уже непосредственно в то место, где можно воочию увидеть все изделия, которые делает мастерская, творческая мастерская Аяла. Но изделиями их даже как бы язык не поворачивается назвать, потому что это действительно, смотришь, это как будто вот ожившие герои мультфильмов, аниме. Вот, например, вот здесь это у нас Току, да, НВК Саха, и это только начало, друзья. Аял, ну, тут мы, наверное, уже больше, может быть, по технологиям, которые были использованы. То есть те технологии, которые мы сегодня, я вот делал, да, такими, может быть, немножко иногда, как сказать, неумелыми руками, но вот благодаря этому большинство скульптур, которые мы видим здесь, они сделаны. Да, совершенно верно. Допустим, вот Току это полностью сделано из стеклоткани, то, что вы делали, да, недавно. И комбинация вот 3D принтера, это вот кандекан. Фигурка кандекан. Это стеклоткань и 3D принтер. Печать. Олень получается чуть-чуть по-другому. Тут получается то же самое, этот 3D принтер. И материал называется диапласт, чтобы фактуру придать, реализм. Мы сначала сделали из пенопласта основной каркас, и после уже начали уже красить и дорабатывать. Ну, здесь есть еще и такие более массивные, да, фигуры. Да, то есть давайте посмотрим, пройдем дальше. Здесь черепашки-ниндзя. Так, это Sailor Moon, нет? One Piece. One Piece. Ну, я как бы не особо в аниме разбираюсь, да, в сферу возраста. Так, One Piece, то есть это такое популярное аниме. Да, тут уже технология другая. То, что показывала Анастасия. Комбинация стеклоткани и одежды. Тоже смотрится очень круто, потому что нужно иногда делить либо она будет из стеклоткани полностью, либо же комбинация одежды. Одежду придать из стеклоткани очень трудно, поэтому шить из ткани это будет смотреться намного лучше.
А, здесь у нас... Это ж какой-то, как будто учебный класс, да? Да, тут мы вот недавно сделали учебный класс. Тут, получается, мы показываем, как делать тот иной арт-объект, либо костюм, и обучаем типа детей. Показываем на примере, допустим, как делается костюм, шьется, и как печатать на 3D принтере. Слушай, то, что мы сегодня, я как ведущий передачи испытал на себе, да, то же самое могут сделать и дети здесь. Да, здесь попробовать язык. Супер. И поработать на блендере, там, ZBrush, сделать какую-нибудь там скульптуру, либо арт-объект. Но для самых маленьких мы даем, типа, мы учим моторики, это типа пластилин, типа рисовать, потому что я сам начал из этого. Лепил тоже дома и рисовал, и потом делал, типа, какие-то вот маленькие арт-объекты тоже. Так, в начале нашего выпуска мы находились у Аялла в кабинете, и там на стене, если вы помните, были эскизы, да, сделаны от руки. В том числе и вот эти персонажи из Рика и Морти. И, как видите, они вот воплощены уже в осязаемые 3D-модели. Идея была в том, что как будто они вышли с портала. Мы использовали Рик и Морти и этот персонаж «Назад в будущего». Получается, они вышли из двух порталов одновременно. То есть... Давайте посмотрим. Здесь у нас Рик и Морти с этой стороны, а с этой стороны стоят всем известные персонажи фильма «Назад в будущее». Хорошая идея. То есть они как бы соединили эти вселенные, да? Да. Круто, круто. Здорово. Так, тут у нас Человек-паук. И вот этот вообще шикарный. Давайте покажем. Это «Игра престолов». Правильно? Да. Даже можно... То есть можно посидеть и сфотографироваться, да? И как там одеть накидку на себя. Можно? А я его попрошу. Ну-ка. То это будет крутое фото. Я правильно сижу? Да. Как это? Величественно. Сейчас. Ты можешь потом вырезать лишнее, чтобы этот... фото поставить, да? Да. Супер, круто. Так, вообще, почувствовать себя в троне. О, класс. Фотка вообще огонь. Это у нас вселенная Наруто, да? Да, тут разные вселенные. Наруто вот, да? Ага. И Наруто это тоже. Типа Акацуки. Ага. Там у нас еще и «Властелин колец» есть, да, здесь? Супер. Обратите внимание, прямо персонажи, как будто вот вы их видите вот на экране, да, то есть, мультяшные. И они вот находятся прямо перед вами, их можно потрогать, сфотографироваться. Супер. И действительно, вот это все Настя делала, да, мастер? Да. По костюму. Как там, были еще другие ребята. Супер, здорово. Друзья, просто слов нет. Я на самом деле вообще рекомендую вам посетить эту выставку, во-первых, да, и Аяллу хотелось бы пожать руку, огромное спасибо. То есть мы сейчас с вами видели весь процесс, прямо вот начиная от листочка, да, нарисованного рукой, и до воплощения вот в такие вот, как будто они вот сошли действительно с экрана мультфильмов, аниме, различных киновселенных. Я думаю, что это действительно большая творческая работа, большой творческой компании. И Аяллу огромное спасибо, что уделил время. И я хоть что-то немножко попробовал сделать. Мне на самом деле очень понравилось. И я думаю, что с детьми сюда приду обязательно и покажу им, чтобы они увидели это все воочию. Это был проект «Испытано на себе» на канале Кутя 24, друзья. Желаем вам творчества, и, конечно же, всего самого хорошего. Аялла, еще раз спасибо. Пожалуйста. Испытано на себе.